вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, почитатели классического искусства! Мы рады приветствовать вас в нашем красивом и уютном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Все вы прекрасно знаете, что в этом году вся культурная общественность широко отмечает юбилей нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие со дня его рождения. И сегодня, отдавая дань уважения гению поэта, филармонический музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева представляет вашему вниманию свой уникальный масштабный проект – концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского. Буквально неделю назад, 7 мая, весь музыкальный мир отмечал день рождения нашего выдающегося русского композитора второй половины XIX века Петра Ильича Чайковского, музыка которого и сегодня является одной из самой известной и любимой во всем мире. Подлинный шедевр, опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского, написанная по одноименному роману в стихах Александра Пушкина, была впервые представлена публике 145 лет назад. Премьера спектакля состоялась 29 марта 1879 года в Москве. А спустя всего лишь несколько лет она уже исполнялась на всех крупных сценах русских театров. Не случайно Евгения Онегина Александра Пушкина называют энциклопедией русской жизни, где запечатлена жизнь русского дворянства, светское общество, культура и атмосфера быта начала XIX века. Пушкин, как истинный классик, относится к своим героям с определенной долей иронии и даже сочувствия, проницательно обращает внимание на их ошибки, но, несмотря ни на что, возвышает проявленное ими благородство. Первоначально Чайковский писал свою оперу совершенно не для большой сцены, а для исполнения в камерной обстановке. Именно поэтому ее первыми исполнителями стали студенты Московской консерватории, где в то время работал сам Петр Ильич. Петр Чайковский писал: «Какая бездна поэзии в Онегине! Я знаю, что сценических эффектов и движения в опере будет мало, но общая поэтичность, человечность и простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяет с лихвой эти недостатки». Итак, звучит концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского в переложении Рустема Абязова для камерного оркестра. Исполняет камерный хор Международной ассоциации выпускников Казанского университета «Гармония». Художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гузель Гимаева. Филармонический музыкально-литературный лекторий, художественный руководитель, народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Казанский камерный оркестр «Ля Примавера», художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист Татарстана, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустем Абязов. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна.
Не знаю, как быть.
конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство поскорее свесть. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так, люди, первый, каюсь я, отделать нечего, друзья. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую. Нет, всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан — все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил. Ах, да!
Что было следствием свидания? Увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания не перестали волновать.
И, получив посланье Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. Быть может, чувств и пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Здесь он, здесь Евгений, о Боже, что подумал он? В ней сердце, полное мучений, хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышет, и ждет, не идет ли он. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей. Пошла, но только повернула в аллею, прямо перед ней, блистая взорами, Евгений стоит, подобно грозной тени, и как огнем обожжена остановилась она.
Меж тем, Онегино явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Пошла загадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена затем, что модных колец не достали. О свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Ну а пока Татьяны именины в субботу. С утра дом Лариных гостями весь полон, целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лай носик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец крик и плач детей. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. К минуте мщения приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том, о сём. Спустя минуты две потом вновь с ней вальс он продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Даже мир, охой
мадемуазель. Он должен быть передо мной. Карле куплет, эфе пур эль. Амалия садится Энгель.
Радости
Ведь больный час, я думал, что он ждет уст нас. Куда
Онегин, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест. Оставил он свое селенье, лесов и нив уединенье, где окровавленная тень ему являлась каждый день. И начал странствие без цели, доступные чувству одному. И путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал.
аллеях и смешанных, и скученных, глупых, бредящих судей среди букеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласковых измен, среди холодных приговоров, жестоко сердой суеты, среди досадной пустоты, расчетов разговоров. Как звезда во мраке ночи, в небе чистом, и мне является всегда сияние ангела, сияние ангела лучистом. Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны, и юноша в рассвете едва увидевшим свет, и закаленному судьбой бойцу седою головой, Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч средь ненастья, и жизнь, и молодость, да молодость, и счастье.
сомнения нет. Влюблен я, влюблен как мальчик, он и страсти удай. Я последователь надежды. Ушу волшебный желаний, укрыл неслышно мечтай. Везде, везде, он предо мной, он желанный,
Онегин Петра Ильича Чайковского. И я, лектор-музыковед Мария Черных, хотела бы еще раз представить вам наших артистов. Камерный хор Международной ассоциации выпускников Казанского университета «Гармония». Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гузель Гимаева. Солисты хора Николай Борисов и Владислав Бадалов. Артисты филармонического музыкально-литературного лектория, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Босов. Народный артист Республики Татарстан Георгий Ивушев. Оксана Шайдулина. Сергей Беляков. Айсылу Нурулина. Музыкально-литературного лектория и режиссер, народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. И, конечно же, Казанский камерный оркестр «Ля Примавера», художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист Татарстана, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустам Агазов. Вечер вместе с нами и вдохновенной музыкой Петра Ильича Чайковского. А мы с вами не прощаемся, а говорим, как всегда, до новых встреч!